что интересно делать с этим фактом?
Вы, кстати, вдвойне странные. Может, вам булку настолько нельзя, что вы от нее сейчас уже помрете прям в судорогах. Я вообще таких как вы без сомнений не люблю. У меня еще есть молоко. Но мне кажется, такие как вы молоко не употребляют. Мне кажется, что если вы торчите в публичке в 8 часов вечера, вам все равно не выжить. Вы им бурамбили. Вы, наверное, алкоголики или наркоманы. Вообще, вы не сенсация, смотрите, люди проходят, даже не обращают на вас внимания. Вы странная отбытие. Ну, хотя бы одному человеку интересно, видите, он тоже, как и я, приезжий, наверное. А так вы не представляете интересно. Типа голубей. Куда вы придете? Эти утки просто чокнутые. И эта публичка совершенно меня доконала. Вы представляете, у них нету единого каталога на понтийских греков и азовских. Они закопаны в каких-то разных каталогах. И большая часть этих каталогов, в которых они закопаны, нифига не оцифрованы. Видите, всем плевать на уток. И на понтийских греков, кстати, в какой-то степени. И там какие-то кретинские библиографы, которые ни хрена все не знают вообще. Потом я выхожу оттуда и думаю, вот сейчас я выпью сидра. И тут утки, которые жрают мой последний багет. Причем не просто жрают, а еще и во вред себе. Любя свою утиную жизнь.
подобное тому, как долбанные библиографы любят свои души. Я не знаю. Но все равно утки красивые. Но какие-то чокнутые. Может, нужно их куда-то отнести? Два шага до фонтанки, может быть, они сами справятся. Короче, я не могу всех спасать. Я спасу понтийских греков. А эти дуры пускай сами. Ага. Теперь они живут в луже. Посмотрите. Боже мой. Все, прощайте, мои маленькие друзья. Я пошел пить сидр.